В конце октября 1992 года, когда в отношении ингушского населения пригородного района творился беспредельный, циничный по своим масштабам и бесчеловечный по своим проявлениям геноцид, в то время ингушам казалось, что от них все отвернулись, и кроме своих, никто им не окажет хоть какую-то помощь. Однако, помощь пришла откуда не ждали. После произошедшей, ужасающей и варварской, этнической чистки ингушского народа, одними из первых, кто отозвался на помощь попавшим в беду ингушам, стали представители Братской Республики Дагестан. Узнав про геноцид, творимый над ингушским народом в пригородном районе Западной Ингушетии, по зову своего сердца, в срочном порядке в Назрань прибыла бригада профессиональных врачей из Дагестана. Руководителем этой бригады был Магомед Эльдаров. Впоследствии геноцида, ранения получили свыше 2000 ингушей, в основном старики, женщины и дети. Среди них были люди с тяжелейшими увечьями от пыток. Бригада дагестанских врачей, по 20 часов в сутки, не зная отдыха, спасали жизни людей. Нам нужно помнить имена этих орлов Кавказа, которые примчались на помощь своим братьям. Их имена должны быть написаны золотыми буквами в нашей истории. Этот список – лишь малая часть тех дагестанских врачей и хирургов, которые, не покладая рук, выполняя свой врачебный долг, лечили ингушей, пострадавших в ходе геноцида. Это гостиница «Каспий» в центре Махачкалы, двери которой распахнулись в ноябре 1992 года перед десятками ингушских студентов-беженцев из города Владикавказ и пригородного района. Все, кого смогла вместить эта гостиница, проживали в ней абсолютно бесплатно. Среди бежавших было много бывших заложников, из числа ингушских студентов-медиков, вырвавшихся из мучительного, сопровождаемого зверскими пытками, плена, специально устроенного для них осетинскими националистами в местечке Майрамадак, а также в подвале Владикавказского мединститута. В Дагестане ни одному студенту вуза или других учебных заведений не было отказано в продолжении учебы. Власти города, преподаватели, студенты и простые жители братского Дагестана, никто не остался равнодушным к той боли, которая заставила молодых людей продолжить свою учебу в Дагестане. Необходимо сказать, что в свойственной манере нашего народа, студенты, благодаря радушию дагестанцев и царившего во все времена на этой земле принципа интернационализма, очень быстро освоились в Братской Республике.